Итак, в этом видео мы рассмотрим, как запустить котел в минусовую температуру. К примеру, у вас закачана незамерзайка в котел, вы куда-нибудь уехали, приезжаете, у вас котел стоит, по какой-либо причине остановился, и вы при попытке его запустить не можете, он выдает ошибку, что у вас в квартире минусовая температура. Что для этого нужно сделать? Для этого мы снимаем крышку и ищем датчик температуры на отопительной системе. Это такая, может быть, в виде клипсы. Он выглядит где-то вот так вот. Находится на медной трубке подачи или обратки. Их там 2 или 1 может быть, в зависимости от вашего котла. Ищем такую штучку, клипсу. Она может быть или вот здесь вот стоять, или вот здесь. Снимаем ее, она как клипса обычно одевается. Одеваем на палец. Если не хотите или не можете подлезть, но можно подышать или феном погреть. И ждем, когда котел запустится. Он видит, что в квартире нагрелось. И начинает запускать насос. И потихоньку нагревать систему. Это очень распространенная поломка. Приезжает мастер, вы вызываете его. Он проделывает все, что здесь написано в видео. Берет с вас от 3 до 5 тысяч, попутно рассказывая различные байки, придираясь к чужой работе, потому что ему надо за что-то деньги брать. И уезжает. Все это вы можете сделать сами. И еще совет, если у вас двухконтурный котел и вам заливают незамерзайку, не забывайте, что у вас во втором контуре все равно будет оставаться вода, и у вас развернет теплообменник на горячую воду. Для этого делайте на горячей воде слив, если вы уезжаете надолго из дома, и у вас все равно отапливается он. Сливайте воду, чтобы, не дай бог, ничего задуло, намерзли сосульки, котел остановился, свет выключили. У вас все в порядке было.